Духа Святого. Пан з вами. Бог живить народ свой отборною пшеницею и насычай яго медом со скалы. Гэтымі словамі з антыфоны на ўваход мы распачынаем наш удзел у гэтай вялікай урачыстасці. Сёння Святы Касцёл перажывае урачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Хрыста. Таксама інакш мы называем гэтае свята Божае цела. Падчас гэтай святой імшы буду маліцца за святой памяці Савіцкага Рамуальда, якога ўспамінаем у 6-ту гадавіну пасля смерці, і буду прасіць, каб добры Бог адарыў яго жыццём вечным. Цяпер перапросім Пана Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что зашли грехи, думкою, словом, учинком и заповедями. Моя вина, велика вина. Тому прошу найсвятейших за всюду Пана Бога, усіх ангелов и святых, и вас, Няхай змилуется над нами Бог Усемогутны и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного.
Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, який живешь, володариш с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Другозаконня. Моисей сказал народу: «Памятай увесь шлях, яким вел тебе Пан, Бог твой, по пустыне гэтые 40 годов, каб скарыць тебе и выпрабаваць, и познать, что у сердце твоем ти будешь захоўваць заповеди, ти не. Ён скарыў тебе, мучаў тебе голодом и кормил тебе манною, якое не ведал ты и не ведали продки твои, каб показать тебе, что не одним хлебом живе человек, але кожным словом, якое выходит з вуснаў Пана, живе человек. Не забывай Пана Бога твоего, який вывел тебе з земли египетской, з дому няволі, який был твоим проводыром у пустыне великой и страшной, где змей ядовитый и скорпион, и земля безводная. И он сдобыл для тебе воду со скалы кременевой, кормил тебе у пустыни манною, якое не ведали продки твои. Это Слово Божие. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, келих благословлення, який благословляем, ті не з'являється уділом у крові Христа. Хліб, який ламаем, ті ж не з'являється уділом у тілі Христа. Один есть хлеб, одно тело, мы многие.
бо мы ўсе саўдзельнікі аднаго хлеба. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я хлеб живий, який сошел з неба, каже Пан. Коли хто буде їсти хліб, гэты буде жить вечно. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав юдеям: «Я хліб живий, який сошов з неба. Коли хто буде їсти хліб гэты, буде жить вечно. А хлеб, який я дам, гэта тело мое, дзеля жыцця свету». Юдэі спрачаліся паміж сабою, кажучы: «Як ён можа даць нам есці сваё тело?» Езус сказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, калі не будзеце есці цела Сына Чалавечага і піць крыві ягонай, не будзеце мець у сабе жыцця. Хто ест маё тело і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае, і я воскрашу яго ў апошні дзень, бо тело маё праўдзівы спажытак, а кроў моя праўдзівы напой. Хто ест маё тело і п'е маю кроў, ува мне ёсць, а я ў ім. Як паслаў мяне жывы Айцец, і я жыву Айцом, так і той, хто ест мяне, будзе жыць мною. Гэта той хлеб, які сышоў з неба, а не той, які елі айцы вашыя і памерлі. Хто ест хлеб гэты, будзе жыць навекі». Гэта слова Пана. Похваленный Иисус Христос. Как поживаете? Все хорошо? Детки, слышали, что сегодня праздник у нас? Да, какой? Какой праздник сегодня? Ну-ка. Святой, ну, святой. Никто не слышал? Хорошо, помните, про что мы вчера с вами говорили? Хоть какие-то там, ну-ка, что помним? Есть? Про Папу Римского. Про Папу Римского говорили, как его звали, помните? Ну-ка. Джульетта. Джузеппе. Да, Джузеппе его звали, пока он не стал папой, но потом он был Пий X. И он для детей оказал великую ласку. Помните, что там разрешил деткам делать? Ходить к исповеди раньше, чем 14 лет. Ходить к исповеди, принимать святую коммунию с 7 лет. Правда? Было такое? Хорошо. Вы скажите, принимали уже святую коммунию или нет?
Да. А когда? Вчера, да? Вчера. А самый первый раз вы приняли? Ну-ка. Воскресенье 31 мая. 31 мая. Это такой день очень важный в вашей жизни. Да, вы первый раз приняли святую коммунию. А что такое святая коммуния? Ну-ка, ну-ка. Это тело Иисуса Христа в постаті хліба і вина. Тело Иисуса Христа у постати хлеба и вина. А свято сегодняшнее похожее название носит наисвятейшего тела и крови кого? Иисуса Христа. Да? По-другому мы называем Божие тело. Я сегодня принес один предметик. Кто знает, что это? Ну-ка. Детки, вы уже 100% это видели, слышали. Ванька тут хочет сказать, что это. Святейший сакрамент? Ну нет, это кто-то там говорил. Монстра? Монстранция. Детки, это монстранция. Видите, кружок такой, пустой. Видели когда-нибудь, что там что-то бывает, происходит? Там живет тело Иисуса Христа. Это мы используем, когда происходит адорации, процессии. Сюда ксенц выставляет тело Христа. Есть у меня одна история про святого Антония. Так, монстранцию поставлю, но пускай еще пока стоит, нам пригодится. Детки, про святого Антония слышали хоть раз? Слышали, да? Хорошо. Он у нас был таким очень известным проповедником, рассказывал людям про Господа Бога. Ну и также есть такие легенды, что даже животные его слушали. Правда? Слышали такое? Слышали. А может кто-то знает, где в костеле у нас святой Антоний находится? Его икона. Ну-ка, знаешь? Подсказали или сам знал? Да, детки, у нас там есть икона святого Антония, и каждый вторник у нас даже специальное набоженство есть. Вот, давайте перейдем к истории, потому что у меня сегодня есть две таких очень хорошие истории для вас. Первое, что святой Антоний поспорил с неверующим человеком. Вот, человек говорит: докажи мне, что в хвосты, да, то есть под видом хлеба действительно находится Иисус Христос. Ну и святой Антоний, скажем так, сказал: хорошо, приходи завтра к 12 в парк, да, ну, на рынок, то есть на такую площадь в городе, и приведи с собой ослика. Что делает святой Антоний? Как и договорились, он к 12 часам приходит вот на эту площадь, с собой несет что? Монстранция, только там было тело Иисуса Христа, сюда вставлено, да? Помним, что сюда для выставления выставляется тело Христа. Вот, и когда святой Антоний пришел на эту площадь с монстранцией, вот так ее выставил, как синзы это делают, то ослик преклонился перед монстранцией. Ну и стал на колени, скажем так, да, преклонился, и тогда вот человек понял, если даже ослик осознает, что Господь Бог находится вот на святейшем сакраменте, то почему мы этого не принимаем? Вот насколько большое чудо тогда произошло.
И этот человек уверовал. Вот это одна история. И хотелось бы еще одну, сегодня очень интересную, прочитал. Вот был такой священник Матео, в Чили жил. Фамилию его, к сожалению, не запомнил. И этого человека сейчас хотят сделать святым. Да, идет процесс его канонизации. У него была такая книга, куда он записывал разные важные вещи. И вот самое интересное, что было в этой книге, история про маленькую девочку, которая имела 8 лет. Я не помню, у вас, по-моему, одна девочка тоже 8 лет, да? 9. То есть девочка, которая младше вас, она тоже готовилась к первому причастию. Вот. И за несколько месяцев, вот целое лето пишут, да, в книге, что она отреклась от того, что любит. Вот не пила напитки, колу, скажем так, да, или что вы там любите. Она не ела сладкое, мороженое, там, конфеты. От чипсов отказалась, потому что готовилась к большому событию. Какому? Первой коммунии, да? Она понимала, что ждет пришествие Господа Бога в свое сердце. И вот так готовилась. И потом плоды были вот от такой жертвы ее, что с ней разговаривал, знаете кто? Кто? Ох, Господь Иисус, все правильно. Бог с ней разговаривал, и она думала, что со всеми детками, со всеми людьми тоже общается Господь Бог. И поэтому она так всем налево и направо рассказывала, про что с ней говорит Господь Бог. Но этот священник, да, ксенз Матео, запретил ей вот рассказывать людям, говорит: не рассказывай, это тайна, да? То, о чем ты разговариваешь с Господом Богом, это тайна. И должно оставаться в секрете между тобой и Господом Богом. Вот, и дальше, как бы ничего не рассказывает про эту девочку. Вот, потому что, это такой секрет, да, это тоже многие вещи он на исповеди, скажем так, узнавал. Но все же про одну вещь он написал. Вот, что эта девочка общалась, и один раз она вот так молилась, и Господь Бог спрашивает у нее: любишь ли ты меня? Но она говорит: нельзя спрашивать про такие вещи. Ты знаешь, что я очень сильно люблю тебя. Да, и Господь Бог говорит: мне нравится, когда вот про это мне очень часто припоминают, что меня сильно любят. Вот. И потом, через какое-то время, уже девочка спрашивает у Бога: любишь ли ты меня? Как думаете, что Бог ответил? Ну-ка. конечно. Конечно. Он говорит, что нельзя про такие вещи спрашивать, потому что, конечно же, я люблю тебя. И девочка что-то ему еще сказала. Как думаете, что? Ну-ка. Люблю, когда мне такие вещи говорят. Все правильно, что девочка тоже любит, когда Господь ей припоминает о своей любви. Вот поэтому, дорогие детки, старайтесь помнить вот всегда, что Господь Бог нас очень сильно любит, и мы что должны? Тоже Его любить, помнить, что Он приходит в наше сердце, да, это большущий дар для нас. Вот благодаря Пию X мы с такого, скажем так, уже
довольно молодого возраста, можем его принимать, но не всегда этот дар ценим. Поэтому старайтесь всегда помнить, что Бог нас любит, да, Господь. Ну и самое важное, забыл, вот еще с этой девочкой связано, что ксенз как бы тоже немножко не доверял, может она фантазирует, да, насмотрелась там телевизора и рассказывает разные вещи. И этот ксенз решил так проверить ее на исповеди, когда она была, сказала: в следующий раз, когда Господь Бог будет с тобой общаться, ты скажи: сделай мне подарок, подари мне одну душу. Если Бог спросит, какую, то ответь, что ты знаешь, о какой душе идет речь. Это такой закоренелый грешник. И Господь Бог ей сказал: все будет улажено. Вот, и приходит следующая исповедь. Опять эта девочка приходит к ксензу, вот Матео, исповедуется и говорит этому ксензу, что то, что вы просили, все будет сделано. Господь Бог сказал, что все улажено. Ну, он так прикинулся, что не понимает, о чем речь. И тогда вот девочка говорит: быстрее отпускайте мне грехи, потому что я чувствую, что эта душа уже близко. И так ксенз этот ее еще хотел поддержать, пообщаться, но отпустил. И сразу за ней приходит такой очень известный человек в том городе, да, который, был при власти. Понятно, что он не сильно там в костел ходил, но пришел. И сознается, пришел на исповедь, что он сам не хотел идти, но благодать победила, да, что его что-то тянет к исповеди. Вот, есть большое желание исправиться. Вот. И тогда этот ксенз хотел сказать: поблагодари вот эту маленькую девочку, которая молится, но не мог из-за тайной исповеди это сделать. Поэтому вот старайтесь помнить, что Бог может сотворить что? Великие чудеса. Главное в это верить, правда? Поэтому, детки, старайтесь помнить, вы имеете великий дар. Вы очень близко Бога. Вы можете принимать Бога в свое сердце. Поэтому старайтесь это делать с пользой. Согласны? Приняли Бога, пообщались с Ним и попросили все, что надо. Ну и главное, жить с Ним. Запомнили? Хорошо. Теперь повстанем, вызнаем нашу веру. Веру одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усього бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, народженого и створеного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего спасения, зашел с неба, вселился от Духа Святого, Дева Мария, был все человеком, укрыжованный так само за нас при Понским Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядит праворуча Отца, и знов придел к хвале судить живых и померных. Его володарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походить,
якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, визнаю один и хрост на отпущення греху і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучому світі до нашого Отца в небе, який спаслав свайго милованого Сына, каб мы мели сапраўднае жыццё, узнесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за Христовый костел, каб за Евхаристию он черпал силы до духовного отраджения. Тебе просим. Молимся за біскупов и пресбитеров, з рук яких мы отрымливаем святую коммунию, каб Христос неспинно умацовав їх своєю ласкою. Тебе просим. Молимся за дзяцей, які ў гэтым годзе прынялі першую святую камунію, каб яны імкнуліся жыць у ласцы ўсё сваё жыццё. Тебе просим. Молимся за тых, кого Бог одарыў ласкай паклікання, каб пра сваю сувязь з Христом і малітву яны сталі прадвеснікамі новага жыцця. Тебе просим. Молимся за тых, хто оплаквае смерць сваіх родных, каб яны жылі надзеяй на сустрэчу з ім у небе. Тебе просим. Молимся за памерлых падчас гэтай святой імшы, асабліва за савецкага Рамуальда, якога мы ўспамінаем у 6-ту гадавіну пасля смерці, каб добры Бог адарыў жыццём вечным. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб удзел у сённяшняй урачыстасці паглыбіў нашу веру і еднасць з Христом, прысутным у найсвяцейшым сакраменце. Тебе просим. Боже, мы дякуем Тебе за дар тела и крови Твоего единородного Сына. Учини просим, каб мы досягнули вечного счастья у небесном владарстве, праз Христа Пана нашего. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Просим Тебе, Пане наш Боже, одари Твой костел едностью и супокоем, знаком яких з'является гэтая ахвяра праз Христа Пана нашего. Пан з вами и с духом, у гору сердце узносим их до Пана, подякуем Пану Богу.
Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавена, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку. Пане Ойче, святы Ойче, усемагутны вечны Боже, праз Христа Пана нашага. Ён сапраўдны вечны святар, устанавіў абрад няспыннай ахвяры, і першы сябе самога прынёс табе як ахвяру збаўлення, а нам наказаў складаць яе на ўспамін аб сабе. Яго цела за нас ахвяраванае, гэта духоўны пасілак, які нас умацовае, а кроў за нас пролітая, гэта духоўны напой, які нас ачышчае. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю усклікаючы. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего преступления. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе,
каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым, Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць аблічча Твайго, святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойче всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди, Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наші, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста, бо Тваё валадарства і моц і хвала. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей дарыць яго супокоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Супокой Пана, няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супокою. Zimujся
той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленая, покликанная на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты пайшоў да мяне, але скажы гэта слова, і будзе.
Дзеткі, таксама падзякуем, як учора. Наступае момант падзякі пасля святой камуніі. Положим наши руки на сердце. Зачиним наши вочы. Подумаем, за что хотели бы сегодня подяковать Богу. Напевно, дякую Тобі, Єзу, за найвеликший цуд, за дар Евхаристии, за то, что Ты можешь приходить в мое сердце под постатью хлеба. Дякую Тобі, Єзу. Дякуємо Тобі за наше життя, за то, что мы змогли сегодня з раницы встать и прославлять Тебе, Боже. Дякуємо Тобі за это. Дякуємо за наших батьків, за наших родних, за всіх наших близьких, сябров, за наставників, за святарів, за сестер законних, за всіх, хто нас вчить, як треба жити, так само, хто вчить, як жити з Богом. Дякую Тобі, Боже, за все это. Дякую Тобі, Боже, за час, что мы маем час, что маем час прийти до Тебе, за то, что маем махчимости прийти до Тебе. Дякуем за то, что маем силы так само прийти до Тебе. Дякую, Єсу. Молимся. Пане Єзу, учини ласкаво, как мы в вечности радовались полным уделом у божским житті, якое у сакраменте Твоего наисвятейшего тела и крови на земле нам продвящая, яки живешь и володаришь на веки вечные. Пане Єзу, про заступництво Марии, Мати Твоей, якая народила Тебе с любовью, а так само про заступництво святого Юзефа, человека до веру, який опіковався Тобою після народження. Прошу Тебе в інтенції этого ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить і якое знаходиться в небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і отвагу, каб яны не забивали свайго дзіцяці, а прокинули яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Невялічкая аб'ява. Сёння перажываем Божае цела і, як ведаем, заўсёды з урачыстасцю Божага цела звязана працэсія. І, як заўсёды, в нядзелю адбудзецца працэсія вуліцамі нашага горада, вуліцамі нашай парафіі. Таксама ўсіх запрашаем. 11 у нядзелю, гэта будзе на 7 чэрвеня, на святую імшу 11:00. Гэта будзе галоўная імша ў гэты дзень, якую будзе цэлебраваць ксёндз Марцін, якога мы ведаем як д'якана, і будзе цэлебраваць такую першую імшу ўжо урачыста ў нядзелю і удзеліць нам пасля гэтай святой імшы, пасля працэсіі, напэўна, спецыяльнае благаслаўленне. Пасля гэтай імшы адбудзецца працэсія вуліцамі нашага горада. Таму ўсіх запрашаем і просім прыняць удзел. Асабліва запрашаем дзетак, якія прынялі ў гэтым году, у гэтым годзе першую святую камунію, каб упрыгожылі гэту працэсію, каб ішлі у гэтых белых альбах. Вельмі важна, паважаныя браты і сёстры, прынимать удзел у такіх набажэнствах.
один раз у годзе, калі мы выходзім на вуліцы нашага горада, каб паказаць, што мы верым у Хрыста, што за ім ідзем, і што сапраўды Христос прысутнічае у Найсвяцейшым сакраменце, і Христос разам з намі выходзіць, каб благаславіць вуліцы нашага горада. Таму пастарайцеся запланаваць сабе гэту нядзельку так, каб пабыць на святой імшы на 11:00 і пазней прайсціся працэсіі. Таксама у гэты дзень будзе святая імша у 9:00, у 16 і ў 18:30. У 13:00 і ў капліцы святой імшы не будзе. І цяпер з верай прымем Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа.